Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 4 марта. Это у нас с вами будет среда. День обещает быть позитивным, хорошим, потому что у нас с вами будет идти под арканом звезда. А звезда — это всегда надежда, вера в лучшее, это всегда романтика, любовь. Поэтому в этот день у нас больше фокус внимания смещается на отношения, любовь. Ну и плюс могут исполняться какие-то наши заветные мечты, желания. Также по звезде, знаете, еще бывает желание вот что-то сделать для себя, купить, сходить в салон красоты, как-то себя порадовать, побаловать, тоже может быть. Так что, я думаю, что день будет очень даже позитивный. Сейчас будем смотреть, что нам покажут карты. Смотрим на колоде «Цыганский пасьянс». Первые овны. 4 марта, среда. События дня — овны. Покажите мне, как среда пройдет у овнов. Как среда пройдет у овнов. Угу. Ключик, видите? Новые возможности, новые открытые двери, бокал. Мероприятие, застолья. Ой, как птички поют. Еще пропустила вот молнию, новости. Так, и вот еще есть домик. Сейчас я смотрю горизонталь, вертикаль. Чемодан есть по горизонтали. Чемодан. Смотрим вертикаль. Угу. Конверт есть. Здесь нет, и флаг нельзя. Значит, смотрите, что у вас выпадает на среду. Первое событие было ключ. Это у нас с вами открытые двери, новые возможности. Застолье, новости, получение. Также может быть какая-то новость, которая может вас очень сильно удивить. Временная разлука, расставание и события дома в семье тоже какие-то. То есть, все крутится вокруг дома. Видите, дом, застолье, новости, важное событие еще может показывать ключик. Какой-то, допустим, у кого-то в этот день в семье день рождения может быть, там, или какое-то событие. Так что, да, все крутится вокруг личной жизни. Я тут не вижу ничего про дела. Может быть, информация, получение будет связано с делами, как вариант. В общем, такие события для вас. Плохого здесь ничего не выпало. Благодарю за внимание. Переходим к тельцам. Так, сейчас, секундочку. Я еще посмотрю, где у меня... вот они. Часть камней. Смотрю, маловато мне здесь. Угу. Все. 4 марта. Тельцы. Теперь смотрим, что у тельцов. 4 марта, среда. События дня — тельцы. Так, поехали. 4 марта, тельцы. Чемодан. Угу. Вот как раз цветочек вам выпал. Это событие, показывающее исполнение желания. И аркан звезда — это у нас тоже исполнение желания. Поэтому, видите, тут совпало. Ножницы.
Будильник. Пришло время исполниться желаний. Вот так. Череп. Сундук. Тоже хорошее событие. Так, давайте смотреть, что у нас с вами здесь. Солнце еще есть. По вертикали солнце. Змея. Здесь нет, а здесь нет. Значит, смотрите, рассказываю. Первое событие выпал чемодан. Это временная разлука, расставание с кем-то. Исполнение желаний, решение вопроса, финансовые поступления, радость, общение с человеком язвой. Кстати, это может быть еще медик. Змея, видите, болезнь выпала. Возможно, вы в среду будете заниматься здоровьем. Здоровьем, телом, да, и тогда это будет какой-то специалист. И будильник показывает, что в этот день, возможно, какие-то вопросы со временем будут. Несостыковочки. Там, допустим, или опаздываете, или ждете, или какие-то встречи переносятся. То есть со временем вы дружить не будете. Ну, кстати, часто аркан звезда. Это может быть тот, да, вот, тот аркан, который может указывать, что по времени будут вопросики в этот день. Ну, вот это единственное, наверное, как бы минус. Это время. И по здоровью тут как бы непонятно. Если это лечение, то хорошо. Если это болезнь, предупреждение, то тут надо себя беречь в этот день. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Так, знаете, что хочу? Я хочу чуть-чуть подвинуть. Мало мне тут места. Сейчас я складываю так, чтобы они у меня не повторялись. Угу. Это сюда и так. Все, близнецы, поехали. 4 марта. Среда, близнецы. Как для них пройдет этот день? Ну, первое, что выпадает, это свиток. Первое событие. Весы. Второе. Чашка. Третье. Ножницы нельзя. Расческу нельзя, слава богу. Здесь не вижу. Смотрю горизонталь, вертикаль. Угу, есть сундук. Значит, смотрите, рассказываю. 4 события выпали. Первое. Свиток – это важная встреча, какая-то деловая, рабочая, может быть, в среду. Дальше сложный выбор. Весы. У вас будут колебания, сомнения в этот день. Гости. Ну, может быть, выбор будет связан с гостями. О, еще увидела подсвечник. Надежда. Деловая встреча и надежда. Ну, скорее всего, надежда на то, что встреча пройдет так, как вам надо. В общем, деловая встреча, надежда, сложный выбор, гости и финансовые поступления, прибыль из хорошего. Поэтому из минуса у вас только будет сложный выбор. Ну, и то это минусом как бы нельзя назвать. Просто придется выбирать. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Четвертое марта.
4 марта, события дня Раки. Замочек, первое событие. Дальше, значит, молнию нельзя. Угу. Цветок. Солнце. Шарики. Красота. Чемодан. Успех. Лавровый венок. Так, и пробежимся сейчас здесь еще посмотрим. Не вижу. Значит, смотрите, шикарный день у вас будет, Раки, в среду. Первое событие было: откроется какая-то тайна, что-то очень интересное узнаете. Исполнится желание, цветок. Да, это как раз вот то, о чем говорит аркан Звезда. Аркан исполнения желаний. Исполнится желание, вы будете довольны, карта радости. Хорошие новости ждут, шарики, радостные новости. Успех в делах. И чемодан – это временная разлука, расставание или встреча после разлуки. И еще, кстати, стала в последнее время замечать, чемодан – это еще, знаете, как событие, указывающее на перемены. Да, что вот, возможно, произойдут какие-то перемены в жизни. Там, в этот период, ну или плюс-минус там в ближайшие дни. Потому что чемодан, да, когда мы собираем чемодан, мы куда-то чаще всего уезжаем. Да, или там что-то меняется. Потом чемодан – это еще такой вестник перемен. Вот такая информация для вас на среду. Благодарю за внимание и переходим дальше к львам. Четвертое марта, львы. Львы, события дня. О, тоже цветочек выпал. Сегодня цветочек звезда расклада, и это неудивительно. Я специально эту колоду и беру, когда у нас идет аркан звезда, потому что звезда — это исполнение желания, и цветок — это как раз и есть то самое желание. Поэтому практически каждому знаку выпадает. Хотя я специально, когда я собираю карты, я их складываю в разные места, вот эти вот, которые парные выпадают, чтобы они как бы не повторялись. И поэтому, если выпадает, это не значит, что я плохо помешала. Это значит, так должно быть. Подарочек еще есть. Слушайте, какой замечательный день. Любо глянуть. Так, весы, корабль.
Ой, забываю называть, как будто сама собой сижу. Забываю, что надо проговаривать. Ключ нельзя. Нет, нет. О, еще есть корона. Так, так. Здесь не вижу. Значит, смотрите. На этот день, на среду, выпадает вам исполнение желания, финансовые поступления, застолье, подарки, ожидание, сложный выбор. Весы, колебания, сомнения, да, когда есть два варианта, и мы сомневаемся между двумя вариантами. И еще есть общение с влиятельным человеком. Возможно, исполнение желания, ну, вот, благодаря этому человеку, или он, допустим, исполнит вам ваше желание. То есть, вот видите, они рядышком. Когда рядышком выпадают, то часто, ну, эти события могут быть связаны. Допустим, мы получаем прибыль, да, вот, ну, там, на каком-то мероприятии. Ну, допустим, там пошли куда-то где-то посидеть, посидели, пообщались, там с человеком о чем-то договорились, в итоге прибыль. Ну, то есть как, вот, как они могут вместе проигрываться. Так и здесь. Исполнение желания и влиятельный человек. Вот они как-то могут быть связаны. Так что, Левушки, вот такой вот у вас замечательный день будет. Ну, в принципе, не только у вас, но вот уже почти половина знаков я посмотрела, и у всех хорошие. Так, сейчас собираем теперь карты, смотрим, чтобы они у меня не повторялись вместе события. Так, так, так. Поехали, смотрим дальше. Девы. 4 марта. 4 марта, Девы, среда, события дня. Ну, первые шарики. Хорошо. Свиток тоже хорошо. Интимная связь, кровать тоже пойдет. Такое ощущение, что что-то я здесь не вижу. Яблоко. Гости. Может, это гости были. Мне казалось, что вот что-то вот здесь как будто бы есть. Так, 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 так. Здесь не вижу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Любовь. Любовь, яблоко. Слезы. Ну, тут, скорее всего, наверное, слезы, яблоко проиграться не как слезы, а как соблазн, искушения. Да, вот с любовью вместе. Так, так. Ну, здесь не вижу. Значит, смотрите, что выходит. В среду у вас выпали такие события, как хорошие новости, позитивные, деловая встреча, деловая, рабочая, интимная связь, любовь, поэтому тут точно все хорошо в личной жизни, гости и яблоко. Ну, основное значение его, конечно, слезы. Опять же, слезы радости могут быть, да, вот любовь, слезы радости, не знаю, может там смеяться будет до слез. Поэтому, так как плохих событий нет, я думаю, что это будут слезы радости. Слезы радости, гости, встреча, кровать, хорошие новости. Поэтому все события выпали позитивные. Благодарю за внимание, девы. Перехожу к весам. Четвертое марта. События дня, весы.
Угу. Шарики, первое событие. Шарики у нас сегодня звезда расклада. Шарики и еще цветочек. Змею нельзя. Угу. И, да, ну и подсвечник это тоже надежда. Аркан звезды это надежда. Череп. Угу. Роза тоже свидание. Я тоже в начале видео говорила, что по аркану звезда мы больше как бы настроены на романтику и любовь в этот день, чем на дела. Домик. Дом, чашка чая. Ну, можно прочитать вот эти 3 события, как вы можете быть дома, можете, допустим, приболеть, да, и лечиться, там, не знаю, чаем. А можно прочитать как дом, гости, допустим, ну, какой-то там суеты, забот и усталость, череп. Солнце нельзя. Бабочка. Цепь нельзя. Метла. Здесь не вижу. Смотрите, интересно, как выпало. Выпадают хорошие новости и рядом метла. Да, типа, ну, это карта, указывающая на ссору. Ссору, разногласия. Поэтому, возможно, это, например, какие-то новости. Почему-то у меня мысль была, что это будет связано не с ссорой, а с уборкой. Метла — это навести порядки, вычистить, убрать что-то как вариант. То есть, может быть, после этих новостей нужно будет от чего-то избавиться. Вот, может быть, так, ну, у меня такая мысль была. Поэтому я вам ее проговорила. Значит, смотрите, рассказываю, что повыпадало. Хорошие новости, метла, что-то вычистить, от чего-то избавиться. Надо будет надежда в этот день, появление интересной информации. Откроется какой-то секрет, тайна, вы этого не знали. До среды это было для вас секретом, теперь узнаете. Может быть свидание, приятная встреча. Может быть деловой разговор в этот день, ну, деловой, рабочий какой-то. Дальше гости, события дома в семье и, возможно, также ухудшение самочувствия в этот день. Поэтому у вас тут, видите, много хороших событий, много. По предупреждению это череп и метла. Вот такое для вас предупреждение на среду. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. Так, скорпионы, 4 марта. Марта, скорпионы, среда. Как пройдет день у скорпионов? Как пройдет среда? Первая колодец выпал. Угу. Но рядом надежда, это хорошо. У всех такие хорошие события выпадали. У вас первый колодец. Что это такое? Цыпленок. Угу. Ключ. Ну, стало получше. Колокольчик. Угу. Свиток.
чашка чая. Сколько событий много. Расческу, слава богу, нельзя. Флаг. Бабочку нельзя. Так, ну и здесь у нас еще есть с вами кровать и молния. Нет, можно или кровать, или молнию. Но я первую кровать увидела, тогда ее оставляю. Если вы увидели молнию, это какие-то новости, которые могут вас очень сильно удивить. Так, периметр не нашла совпадений. Рассказываю по очереди, да, как выпадали. Первое событие было, это глубокое разочарование. Причем это прям вот сразу может быть, да, как первым выпало, прям с утра может быть, вот прям сильные переживания за что-то, за кого-то. В общем, глубина. Глубокая печаль, надежда тут же рядом. То есть вот как бы вроде как что-то и расстроило, но есть надежда, потому что у нас все-таки же звезда с вами, да, это аркан надежды. То есть есть надежда, что все разрешится, все будет хорошо. Дальше цыпленок — это забота, внимание, то есть, допустим, там мы уделяем детям, домашним животным, это могут быть взрослые человек, то есть мы о ком-то заботимся. Ключ показывает, что все в ваших руках, перед вами открываются все двери. Да, закрытых дверей нет в этот день. Поэтому, в принципе, вы можете получить все, что хотите. Деловая встреча, победа. Тоже, смотрите, в делах хорошо выпала встреча, победа и ключ, да, возможности. Дальше гости, пустые разговоры, болтовня в этот день выпадают. И вечером интимная связь выпадает еще, кровать. Ну, опять же, последним событием, если кровать, это может быть и просто желание там пораньше лечь спать, поваляться в кровати, да, даже если не спать, то есть вот, ну, желание полежать. Поэтому так. В общем, вот из минуса единственное, это вот этот вот колодец нам тут всю картину испортил. Но радует, что есть с ним рядом надежда. Такая вот информация, скорпиончики, для вас на среду. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Четвертое марта, Стрелец. 4 марта, Стрельцы. Среда, события дня. Четвертое марта, Стрелец. Угу. Первое событие — подарочек. Угу. Сундук. Флаг. Так. На периметре я не вижу совпадений. Вижу только 3 события и одно лучше другого у вас на среду. Первое показывает, что в этот день можете получить или подарить кому-то подарок. Могут быть финансовые поступления в этот день, сундук. И третье, у вас будет победа в делах. В делах, в работе, какие-то достижения, результат. Так что красота. Хорошо, если у вас в этот день, допустим, конкурсы, суды, какие-то важные, не знаю, там встречи и так далее. То есть там вас ждет победа. В общем, шикарный день, стрельцы, у вас будет в среду. Благодарю за внимание и переходим к козерогам. Так, козерожки. 4 марта. 4 марта. Козероги. Среда. События дня.
Угу. Первое событие — молния. Расческа есть. Цыпленок. Корона. Угу. Яблоко. Такое ощущение, что это, знаете, одно событие прям складывается. Неприятность. Получили новость, связанную с детьми. Цыпленок. Ну, это те, о ком мы заботимся. Дети, внуки, племянники. От короны это может быть там воспитатель, учитель и так далее. Да, вот как будто бы неприятность, новость, которая вызывает негативные эмоции. Да что ж такое, слушайте, козерожки. Ссора. Вот у всех знаков, да, вы же 10-й получается по очереди. Очень хороший день. Вообще плохие события не выпадали. Вот не было там ни метлы, ни там расчески, ни яблока особо не было. А у вас прям вы видите, что делается. Так, свиток. Ну, у меня такое ощущение, что это какое-то одно событие, честно говоря. Ножницы нельзя. О, ну хорошо, хоть шарики есть. Хоть что-то приятное. Не только, да, будут плохие новости, будут и хорошие тоже. Тут главное, знаете, как по звезде, главное надежду не терять. Все, больше не вижу. Значит, рассказываю то, что я увидела. Ну, дай бог, конечно, чтобы этого не было, чтобы оно не проигралось. Но показывает, что может быть неприятность в этот день. Неприятность, слезы, ссора. Неприятность, слезы, ссора. Вот это негативное событие. Дальше забота, уход, ну, какие-то события, связанные с детками, внуками. Корона. Общение с влиятельным человеком, который имеет статус и власть. Ну, опять же, это может быть кто угодно. Это может быть начальник, это может быть какой-то чиновник, это может быть учитель, это может быть врач там, и так далее. Ну, рядом с детьми, ну, обычно это учитель, воспитатель, директор школы, да, вот если вместе выпадает. Ну, либо тренер ребенка там, и так далее. Значит, в общем, какой-то влиятельный человек. Новости, причем новости, как гром среди ясного неба будут. Вот такие новости. Дальше будет пустые разговоры, также будут с кем-то. Будет важная встреча, рабочая, деловая. И еще вас ждут хорошие новости по шарикам. Это, ну, позитивные, радостные. Вот это непонятно какая. То есть она может быть ошеломительная, но она может быть со знаком плюс и со знаком минус. То есть тут под вопросом. А это точно хорошая по шарикам. В общем, вот такой денек, козерожки, для вас. По предупреждениям это вот неприятность, ссора. Поэтому надо вам постараться как-то избежать. Причем у нас с вами 3 марта это день полнолуния. А у нас плюс-минус один день, это и 2 и 4 день, когда мы можем, да, вот, не контролировать свои эмоции. Ну, мы и другие люди, соответственно, да, кто нас окружает. Поэтому, в принципе, ссоры возможны вот в эти дни, но я не увидела. То есть вот я же просмотрела уже много знаков. Пока ссору я увидела только у вас, метла выпала, и еще у одного знака, не помню у кого тоже. А так, в принципе, я не вижу этих выяснений отношений, мне здесь не было видно в этот день. Поэтому как-то так. Ну, будем надеяться, что у вас все пройдет в лайт-варианте каком-то таком все это дело. Благодарю за внимание. Переходим к водолеям. 4 марта, среда. Водолеи, события дня.
Первое событие яблоко. Угу. И рядом никаких событий. Сложно понять, что это, с чем связаны эти слезы. Рыба. Здесь не вижу. Колокольчик есть. Угу. Смотрите, как интересно. Идет деловое общение и рыба, скользкое дело. То есть в деловом общении вас могут заманивать в какие-то истории неприятные. Потому что быть обман не получился. Маску нельзя соединить. Так, сейчас смотрим горизонталь, вертикаль. Есть еще мешок с деньгами. Здесь нет. Есть бокал. Ну, кстати, это могут быть даже и слезы, наверное, радости. Если рядом бокал, застолье, мероприятие какое-то. Здесь нет, нет, нет. Ну и нет. Получается, в этот день яблоко, слезы. Яблоко — это еще искушение, не только слезы. Искушение. Да, бокал — это застолье. То есть, допустим, искушение переесть, выпить лишнего и так далее. Может быть, и так проиграется в среду. Дальше деньги выпали, но мешочек часто показывает больше расходы, траты, расходы в этот день. Пустые разговоры, колокольчик, болтовня. Ну, я думаю, это будет связано с этим мероприятием. Дальше выпал и предупреждение, самое главное. Предупреждение, если у вас в этот день будет какой-то разговор, рабочий, деловой, важный, то будьте начеку, потому что там выпадает рыба, скользкое дело. То есть тот человек, с которым вы будете общаться, он что-то задумал, у него есть какие-то свои там, не знаю, подводные камни, понимаете, там какие-то подводные камни, там какая-то хитрость. И надо тут держать ушки на макушке здесь. Потому что рыба предупреждает, вас втягивают в какую-то махинацию и скользкие истории. Поэтому будьте начеку. Вот такое предупреждение. Могут обещать, да, звезда — это надежды, обещания, да, там золотые горы. А в итоге потом, да, вот вы во все это поверите, а это потом окажется обманом. Так что имейте это в виду, водолеи. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. Так, рыбы. 4 марта. 4 марта. События дня. Рыбы. Среда. Как пройдет день для рыбок? Как пройдет среда? Какие события будут? Ну, первая рыба выпадает метла. Первое событие — замок. Сердце. Ну и, конечно, проверяем горизонталь, вертикаль. Смотрим тоже, есть тут что-то. Да, есть чашка чая. Здесь смотрим, нет, нет.
здесь нет. Я вижу 4 события. Первое событие выпало нам с вами метла. Это может быть ссора, выяснение отношений в этот день с кем-то. Но также еще ссора – это уборка. Уборка, когда мы хотим навести порядки, что-то помыть, вычистить, от чего-то избавиться. Дальше откроется какая-то тайна в этот день. Возможно, конечно, откроется какая-то информация, и из-за этого будет ссора, как вариант, так как они рядом выпали. Ну, может быть, и отдельно проиграется. В общем, откроется какая-то тайна, будет общение с друзьями и гости. Ну, вот опять же, гости и друзья, может быть, это вместе проиграется. Тут вообще можно вместе прочитать. Встретились с друзьями, да, где-то за чашечкой чая пообщались, что-то такое узнали, и, возможно, это привело к ссоре, к выяснению отношений. Поэтому вот так. Но, опять же, как я рассказывала козерожкам, у них тоже ссора выпала. У нас с вами 3-го было полнолуние, да, вот вчера. Получается, 3-го плюс-минус там 2 дня, то есть это и 2-го, и 4-го. У нас еще идет влияние этого полнолуния, и мы себя, да, вот плохо контролируем, особенно водные знаки, да, раки, скорпионы, рыбки. Вы поддаетесь влиянию этого полнолуния, можете, допустим, там вот выходить из себя, да, там выяснять отношения, ругаться. Поэтому вот как бы тут надо контролировать свои эмоции в этот день. В общем, вот такое для вас предупреждение на среду. Также, рыбки, у кого день рождения 4 марта. Во-первых, я вас поздравляю с днем рождения. И смотрите, у вас начинается очень классный год. У вас начинается год, который будет идти под арканом звезда. Ну, с 4 марта этого года до 4 марта следующего года. То есть он весь год под влиянием этого аркана. Это аркан позитивный, это аркан, который обещает исполнение желания. То есть вот в течение года может исполниться какое-то заветное ваше желание, мечта. Также этот год дает всегда желание заняться собой. Звезда – это когда мне хочется светить, мне хочется быть красивой, поэтому часто нам хочется поменять стиль, прическу. Мы начинаем задумываться там о походе к косметологу там, и так далее. То есть, вот, нам хочется просто выглядеть хорошо. Также еще аркан звезда. Это может быть, знаете что, это может быть известность, слава, популярность. Вот вы в течение этого года можете стать популярными. Тоже такое вот часто так проигрывается эта карта. В общем, ну, год классный, год действительно хороший. Поэтому я вас поздравляю, кто родился 4 марта, вам очень повезло. В общем, благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.